Я в Екатеринбурге. Сегодня 4 ноября. Это значит, что вся страна отмечает День народного единства. Вы только оцените масштаб, то, как сегодня подготовились в Свердловской области. На площади нескольких тысяч квадратных метров расположены подворья разных народов. Здесь русские, там казаки. И тут еще другие десятки народов. Об этом мы, конечно же, сегодня будем рассказывать, показывать, танцевать, петь и, конечно же, кушать вкусную еду разных народов. Присаживайтесь поудобнее. Поехали! Тем, кто защищает нашу украинскую землю. Одна из самых центровых площадок здесь, на Дне народного единства, это, конечно же, вот эта вот огромная зона. Сейчас мы оценим масштабы ее. Там мы видим, что здесь начинают, собственно, выставку башкиры. Здесь художественная обработка дерева, что было исконно русским, да, занятием. Здесь мы видим костюмы. Но вот более подробно и какую идею именно хотели передать организаторы, нам расскажет Татьяна. Татьяна и, как говорится, и кузнец, и жнец, и экскурсовод, и все нам расскажет. Вот что хотели передать вот в данном месте? Можем прямо идти, вот рассказывайте. Мы вот видим в первую очередь вот такую композицию. Это у нас центральная композиция, Да. которая объединяет вообще все, что тут представлено на подворье. Угу. По обе стороны от колеса находятся у нас манекены в традиционных костюмах. И они все разные. Потому что это все разные народности, которые проживают здесь у нас на... Ну давайте прям перечислять. Вот Ну давайте. Это у нас парочка марийцев. марийцы, Это у нас удмуртка. Ага. Это у нас русская. русская. Это манси, мужчина и женщина. Это татарка, а это башкир. Ага. Представляете, сколько много? Это еще далеко не все. На самом деле, это основные народности, которые здесь проживают. О, парни, вы, конечно, горячие. Вы, парни, горячие. Здравствуйте. Что сейчас происходит? Вы казаки. Да. Так, я вот вижу, что Оренбургское войсковое казачество. А в Екатеринбурге что такое? Рассказывайте. Значит, наше Оренбургское казачье войско на данный момент состоит из 5 субъектов Российской Федерации. Так. Это Свердловская область, Челябинская область, Курганская область, Республика Башкортостан. Привет. Кого не назвал? Оренбургская область. Самое, да, где и зарождалась. Я правильно понимаю? Да. В целом, о казачьей традиции, да, вот вы целое, у вас такое замечательное, как это, подворье, правильно подворье. называется? Что вы здесь решили воссоздать, показать, что было важно, вот чтобы Значит, перенести? Мы показали самую богатую сторону казачества, одной из самых богатых, это его быт. Да. То есть, если мы посмотрим на первое подворье, мы сможем видеть, как жил казак. Весь его быт, насколько он был богат, самодостаточен, что он нажил за протяжении всей своей жизни. Несмотря на то, что казаки большую часть своей жизни посвящали именно военному делу, все равно в домах у них хлеб был, скажем так. Вот. И если посмотрим на второе подворье, это мы уже посмотрим составляющую, атрибутику, что казак был и земледельцем, и рыбаком, и охотником, и скотина у него в дому подилась. То есть раньше ценилось не то, сколько грошей у тебя в кармане, а что у тебя есть в принципе. Вот. И среди многих крестьян и мещан казаки занимали именно более богатую роль, что ли, сказать, или составляющую. Ну, у казаков действительно большая история, которую мы, наверное, должны дальше и передавать. И вот благодаря вам, таким как вы, то, что вы это все знаете, узнаете. Спасибо большое, Александра. А вам всего доброго. Мы отправляемся дальше. Екатеринбург является городом трудовой доблести. И даже сегодня на празднике здесь представлен вагон грузового поезда. Именно отсюда отправлялась вся помощь фронтовикам, потому что во Вторую мировую войну сюда было эвакуировано более 50 оборонных предприятий. Более подробно о помощи во Вторую мировую войну я сейчас расскажу.
В годы войны Свердловский Екатеринбург стал крупнейшим центром оборонной индустрии Советского Союза. На местных заводах был налажен выпуск танков Т-34 и Т-60, самоходных артиллерийских установок, реактивных минометов «Катюша» и многое другое. Предприятия легкой промышленности снабжали Красную армию солдатским обмундированием, обувью и продовольствием. А за самоотверженную трудовую деятельность в военные годы почти 13 тысяч горожан были награждены орденами и медалями. Раз, 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 два, три, раз, 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 два, три. К национальному многообразию, традициям и обычаям мы еще вернемся. Но, знаете, Екатеринбург всегда был землей дружбы народов. Здесь мирно жили и башкиры, и татары, и русские. И, конечно же, когда Родина звала защищать ее, все вставали в один строй. Вторая команда. Метем с лица. Итак, и мы сейчас стоим как раз-таки возле той самой реконструкции, где весь процесс мы уже показали, но вот хочется пообщаться с нашим как представителем вообще в жизни, руководителем музея краеведческого в Екатеринбурге, областного, да, Свердловского. Да. Ну, а вот здесь сегодня в реконструкции он сегодня командир. И Емельянов Александр Вячеславович, очень приятно. Вот в целом расскажите, пожалуйста, вот мы увидели уже какую-то небольшую реконструкцию, это только часть, а вот для чего это нужно, да, вот здесь и люди видят, и все это на таком близком расстоянии. Это какая-то, реконструкция реальная или же нет? Сегодня мы хотим показать один из эпизодов ухода уральских частей на фронт осенью 41 года. А было прямо здесь, на площади? На Уралмаше, недалеко отсюда, да, проходило в нескольких местах нашего города, в том числе и здесь, когда бойцы собирались, строились, уходили на вокзал и эшелонами выдвигались на Западный фронт, чтобы принять участие в знаменитом контрнаступлении Красной армии под Москвой. А здесь у нас в Свердловске формировалась 365-я стрелковая дивизия, в которой политруком служил мой прадед Михаил Петрович Клестов, который участвовал как раз в битве под Москвой. То есть у вас такая личная, семейная даже история. Да. А какова судьба вашего деда? Он погиб в одном из первых боев, да, буквально неделю провоевал, и 13 декабря 41 года погиб под Клином во время боев под этим городом. А вот смотрите, вопрос, наверное, такой, вы так как и историк, с точки зрения Дня народного единства и вот сегодняшней реконструкции, насколько это, можно сказать, побратимы, наверное, да, вот такие вот истории, вот с вашей точки зрения? Я так думаю, что 4 ноября не только День народного единства, но это день единства разных исторических периодов, разных исторических эпох нашей истории, нашей страны. С эпохи смуты, 1612 год, Отечественной войны 812 года, Первой мировой, Великой Отечественной. И разные события, разные эпохи, они как бы связаны в этом дне, и мы специально проводим реконструкцию, чтобы напомнить об одном из ключевых эпизодов нашей истории, Великой Отечественной войне, и показать ее связь, непрерывную связь с другими историческими периодами. То, что защита Отечества, то, что подвиг во имя своей страны, это самое святое, самое главное в жизни каждого человека. Но и святое, и самое главное в жизни каждого человека — вкусная кашка под открытым небом. Это тоже, сейчас да. Мы отправляемся, собственно, попробовать ту самую кашу, которая прямо здесь на площади организована для наших гостей. А в целом вкусно, нет каши? Да, вкусно очень.
О, аромат, конечно, настоящий такой каши солдатской. Вот, Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Время поменялось. В том году детей кормили, в этом году у нас полевая кухня. Что важно в такой вот солдатской каше? Побольше тушенки. Побольше Чтобы тушенки. пожирнее каша была, чтобы на Сил дольше побольше было. бойцу было больше сил, да. Ну и как говорится, война войной, обед по расписанию. Это точно. Спасибо большое. Сейчас пойдем пробовать кашу. Пожалуйста. Ой, смотрите, ну, собственно, 2 хлебушка, тушенки тоже много. А вместе с солдатами сейчас попробуем. Мне только вот ложку. Ага, ложка. Так, ну попробуем, в общем-то, кашу солдатскую. Все как надо. Порция полная, большая, 2 кусочка. И, собственно, свежий воздух, и каша должна заиграть новыми красками. Но пока мы подкрепляемся, мы обратно возвращаемся к нашим национальным дворикам, где дальше продолжим изучать традиции наших народов. Лично мое мнение, но я считаю, как человек, который любит покушать, что изучение традиций, обычаи народа и национальности, в принципе, нужно начинать, конечно же, наверное, с традиционных блюд, наверное, с каких-то маминых пирогов, которые готовили с самого детства. И вот сейчас здесь представлены как раз-таки разные кухни. Вот мы видим кухню из Макеевки. Девчонки, привет! Здравствуйте! Здесь у нас есть и грузинская кухня, и татарская кухня. Но вот больше всего мне привлекает почему-то марийская, потому что стол прям ломится от пирогов. И давайте пообщаемся с ними. Вот мы у той самой марийской кухни, у того самого стола, который ломится от явств. Здравствуйте! Здравствуйте, Как вас зовут? Тамара. Представляете марийскую культуру, я правильно понимаю? Сами из Екатеринбурга. Да. Так, очень приятно, Тамара. А вот можно ли среди этих блюд, среди многообразия, да, вот кулинарного вот этого вот многообразия, выделить королеву блюд для марийского народа, что точно всегда подается к столу? Костовье обязательно подается. Потому что как и золото, как и раньше... Да, потому что она читалась, потом как драгоценным для любимым, для хороших гостей только она угощалась, потому что там внутри золото, Ага. костовей, потому что вот она пшено. Так. И очень, я бы сказал, так, ну, сытно должно быть. Да, Такой блин-то толстый. да. Спасибо большое. Тут такие ароматы вы просто не представляете. Мы идем изучать культуру разных народов дальше. Вам большое спасибо. А как будет «до свидания» по-марийски? Северен. Щеверин. Не мог я пройти мимо такой красоты, во-первых, и, конечно, вкусноты. Давайте познакомимся. Тамара. Да, А как здравствуйте. зовут? Анастасия. Анастасия. Очень приятно. Девочки, расскажите, пожалуйста, вот про цыганскую кухню, про блюда, как они формировались. Ну, вот ваше видение, как вы это знаете? Ну, цыгане кочевой народ, как вы знаете, мы очень любим мясо, всегда входит в наше меню. И единственное, что мы не кушаем, это конину, потому что лошадь для нас это священное животное. Я бы хотела вам рассказать про одно из наших блюд. Это блины фаршированные Так. с болгарским перцем. Внутри начинка из мяса и грибов. Ну, везде мясо. Да. А может, чем ценно это блюдо для цыган? Оно называется мирок хам. В переводе означает «мое солнце». То есть блины имеют форму круга, как и все в нашей жизни. Ага. У нас водят хороводы, да, у русских. То есть все благополучие имеет форму круга. Так и для цыган. У нас на флаге нашей нации колесница, то есть колесо. Это наш Тоже герб. имеет отсылку. Да, имеет отсылку, что форма круга. А тогда еще другой вопрос. Смотрите, мужчины, может быть, да, цыганские, они какие? Они привередливые в еде? Да, очень привередливые, да. Вам не просто, Да, получается. не просто, А да. вы справляетесь? Справляемся. А я вижу, такие национальные костюмы у вас красивые. Вы, может быть, танцуете? Да, мы являемся солистками цыганского народного ансамбля «Неверома». Так, но я знаю, что у цыган возле стола танцевать Да, нельзя. танцевать нельзя. Как это даже звучит? Трясти юбкой, да, вот я Да, слышал. да. Так, ну вы нам что-то можете показать? Да, конечно, давайте выйдем, и мы вам покажем.
Здравствуйте, добрый день. Добрый день. Представьте, пожалуйста, кого представляете, кто вы? Мы город Макеевка, Донецкой Народной Республики, группа с таким музыкально-нотным названием «Ре-Ми». Мы поем, Только что мы Да, видели, да, только ваше что, да, выступление. мы вот буквально с площадки, мы поем, и мы вот сегодня здесь вместе с нашим братским, уже российским народом, луганчанами в Екатеринбурге на Дне народного единства. Это круто. Как вообще приняли, как свердловчане вас приняли? Какие ощущения, с какими мыслями вот после выступления? Я, может быть, сейчас открою тайну небольшую. Во второй раз мы здесь. Вот не в первый, во второй, да. И в первый раз, и во второй раз прием отличный, нам здесь очень нравится. Мы приехали к вам в гости на такой замечательный праздник из Луганской Народной Республики. Привезли мастеров из 4 городов Луганской Народной Республики. Из самого Луганска, из города Свердловск, есть у нас такой город Даже так. в Луганской Народной Республике. И 2 мастера из города Стаханов. Я думаю, этот город знает весь мир, потому что единственный город в мире, который назван именем рабочего человека. Сегодня у нас праздник, и вы тоже большие гости вот на этой земле. Сами мы вот из Уфы, здесь Свердловская земля. Вот когда же, вот ждете ли вы, когда вот, соответственно, наступит то самое мирное небо, да? Что вообще сейчас происходит? Вот можно ваши эмоции? Мы этого ждем 9 лет. Мы очень этого ждем. Мы просто счастливы, что в конце концов мы стали частью огромной, великой, прекрасной страны Россия. Это действительно, это не пафосные слова, это действительно все идет от души. И мы очень надеемся, что скоро на нашей земле наступит долгожданный мир. Его ждут все. И у меня иногда создается впечатление, что его ждут даже животные, потому что очень все устали, люди и животные, в том числе и дети, и старики, лишь бы только дожить до победы. Но тут слова на самом деле лишние. Вы сами видите, что народы Свердловской области дружны как никогда. И, конечно же, слоган фестиваля «Мы вместе» им сегодня пришелся по душе. Правда? Это Батыр Шоу. Спасибо большое из Свердловской области. Пока-пока.